Давайте, значит, так от вас требуется, всех, от любого. Пишите, русский можете писать? Ну так, хотя бы. Не, вот он сейчас вам расскажет, можно? Нет, ну чтобы мне осталось, у меня в голове это я не удержу. Это потом вам дадут. Нет, коротко. Нет, потом дадут. Да, конкретно. Мы вместе подъедем, возьму людей своих, мы подъедем и объяснить потребуем, чтобы те объяснили. Так, у вас, у кого следующий? Какой район еще? Какой район? Район где? Речной, там это, значит, это район Речной. Понял, где? Знаю, да, Речной, знаю. То же самое, да, история? Значит, тоже... Работал и не работал. Не платил. А договор есть договор? Нет, договора нет. Ну, 2-3 года мы работали. Я сам работал 2-3 года. Надо вот разбираться вообще в этой системе. Как вот Мы им обещали ему зарплату. Не надо договариваться. Кто отвечать будет? То есть, если договорились, значит, кто-то конкретный не выполняет слова, правильно? Конкретный кто-то. Кто обещал конкретно? Ну, сама вот это работодатель. Значит, на него можем вызвать? Кто он что? Номер телефона отвечает пока. Нет, ну нам желательно прям подъехать. Фамилия мы не знаем. А сейчас можешь набрать сейчас телефон? Его, если ответит, мы спросим. Потому что понимаешь, в чем дело, как они поступят. Приезжаешь, они скажут реки, там еще что-то, понимаешь? Да, на нас, что мы реки приедем, понимаешь, поэтому надо сказать, что... на нас. А мы идем вас защищать просто. Внимательно слушайте, о чем это русские правозащитные организации у нас пришли к вам. Помочь трудоиммигрантам. Вот смотри, как получается. Например, Советский Союз. Вот, мы СССР уже восстановили, уже Верховный Совет. Вот сейчас вопрос станет, вот, как его зовут? Костя. Ну, смотрите, вот на чем все ущемляют, теряют незнание вот этих законов, которые весьма такие расплывчатые, но их надо знать в совершенстве. И вот эти вот дела, когда на словах кто-то что-то сказал и чего-то, вот. Но если мы, положим, как я предполагаю, положим, мы встретились, поговорили, они не что-то, значит, чтобы доказать в суде, пару свидетелей обязательно надо будет, кто подтвердят. Обычно, как вот, значит, надо, я вот одного тоже защищал. Мой свидетель, хозяин подтвердил, что если юридически помощь понадобится тебе, я тебе помогу. Если я сказал, что если от моей придут, да, чтобы посмотреть квартиру, что согласны ли ты моей работе, то, что я сделал в вашей квартире ремонт. Квартиру, да? Да, ремонт квартиры. Он мне сказал, что я согласен с твоей работой, Шер. Я видел, как вы трудились и как была квартира, как сделали ее. Все по моей душе, как я хотел. Все банально. Я согласен. Проведем от и до одно дело, чтобы было все, а потом как по шаблону, может, другие дела. Да. Вот, понимаешь, вот, одно дело провести, то есть если работа сделана, есть результат, ну обязан отдать деньги. Да, я понял. Да. Вы понимаете, о чем речь идет? Вы русский человек, да, живете в России, да, вы ветеран, да, у вас большой опыт, да, как в юридическом. Вот это граждане, которые присутствуют здесь, их начало, конец туннеля не видать. Я вам докладывал, как русскому человеку, что в России приехали, они зарабатывают. Их практически поголовно всех обманули. Не первый год. Но они вышли к нам. Почему? Я поэтому создал сегодня встретиться с вами, увидеть вашими глазами, что общероссийское общественное движение таджикских трудоиммигрантов вот так каждый день проводит свои мероприятия. Это время, которое у нас считается для каждого дорого. Другим делом заниматься, надо учебой заниматься, культурой. Что делать? Что предлагаете? Вот смотрите, я как вы с этой ситуации понимаете так. Основная фишка, основная вот эта игра этих всех работодателей, то, чтобы заключить с вами договор устно, никаких бумаг. Абсолютно, да. Вот в чем беда. То есть не хотят никаких следов, потому что по нашему закону, чтобы что-то через суд потребует, а где доказательства? Они делают как? Не хочешь, уходи, так ведь говорят? Да. Писать ничего. Да. Вот его. А если поскольку хочешь, другие приходят, да нет других. Те первый раз приехали, у меня масса таких дел, когда вот заключили, а потом как доказать, что? Как создали одним словом пирамиду. А если... Надо разрушить эту пирамиду. А если вот в университете были
Вот это хорошо, подожди, это доказательство работы. Потому что по нашему закону, вот главный инженер даже подписал. Смотрите, вот по нашему закону, положим, человек начал работать, приказа нет о работе. Но он фактически работает. А приказ может быть издан даже через месяц, два, неважно. Он может потом вызвать. Но для этого нужно будет доказательства, либо с кем работал, либо сфотографировать свою работу. То есть потом, когда суд начинается. Владимир Захарович, мы сможем что-нибудь сделать на момент, когда у людей нет договоров. У них есть сфотографированный наш объем работы. Давайте попробуем. У них есть данные начальника. Давайте, у них есть количество наших я готов. рабочих. Да. Вот у меня расписка. Да, то, что они должны мне отдавать, еще сказали, вот расписка, короче, пока делаете, вот облицовку теперь. Мы облицовку начали делать, они до 27-го года сказали, что будет деньги. Посмотри, давай я объясняю, давай смотрю. Я, Георгий, там такой-то, гарантирую такому выплату аванса в размере от 100 до 200. Ну, во-первых, с цифрами нельзя писать, надо еще сколько. Ну, это сделано. Да, 100, потому что здесь можно сейчас поставить еще. Будет уже ну, вот миллион. Да. Это обязательно надо писать цифры буквами. В зависимости от моего финансового состояния. Как, что значит в зависимости? От его состояния. То есть вообще не понятно. При чем тут его состояние? Он скажет, да, вот я ладно, состояние. До 27.11.14. Ну, хорошо, дата указана. А уже у нас сейчас месяц почти прошел. Опять смотрите. Поселки подмосковные. Надо конкретно. Улица такая, дом такой. Ну как. Потом, когда суд будет, скажет, а тут непонятно, в каком подмосковье. Дело в том, что он сказал, что еще людей, как он сказал, что людей давай. Я говорю, как что, если людей приведу, мне надо отвечать за это. Он говорит, все будет, даже генеральный. Вот смотри дальше. Несоблюдение данных гарантий влечет к невыполнению финансовых обязательств. То есть он говорит, что что-то, он тебе любой придерется что-то и скажет, все. Нет, он не придерется, потому что то, что мы сделали, хозяин этого дома, который вот принимает работу, он уже согласен, он уже доволен с нашими работами. То, что мы делали, он уже... Бакович, ну видишь, вот человек доволен. Тогда, ведь, заметьте, мы с вами стали когда спор. Принимаете страна Нет, хозяин, а хозяин... Принимает страна, это хозяин. Ну, вот, допустим, хозяин, хозяин, понятно. Оплатил уже... Понятно. Кто их находит, кто все это... Ну, основная их игра, вот их которую надо пресечь, это то, что они, надо провести показательно, чтобы обязать их в любом случае заключать какие-то договора, грамоты. Это форма разработать не трудно. Хорошо, нету договоров. Пока нет, давайте... В устной форме все было. Ну, устно, единственное, можно провести какой-то показательный, какой-то процесс, вот один, у кого не более так вот подходит. А вот это можно как-то? А? Давай, проходи. Посмотреть можете вот это? Да. Более вот, еще есть, видишь? Так, можно я вам... Он может как-то вот... Посмотреть вот это все. Справка. На объекте такой были согласованы следующие дополнительные работы. В поселке... Вот сюда садись, а вот сюда. Ну, проходи. Демонтаж. Там есть места. Давай так, если человек, как говорится, честный, он, да, признает это. А если другой скажет, если он пойдет на поезд, скажет, поселок улица не указана, дом не указан. Есть там все. А где? Поселок Юрлова, номер 6, участок 6, то есть. Это участок. Ну, Урлова, какой области, какой уровень? Московской области. А где это написано? Есть других бумаг. Но других-то... Вот они оба пишут справку, что один дал. Да они понимают прекрасно, что эти справки все разные. Значит, давайте так, мне все понятно, я даже до прихода сюда все понимал. Потому что это везде одинаковый обман идет. Значит, давайте так, вот начнем с чего-то. Одно какое-то дело, наиболее такое вот, которое, ну, проведем, а другие что сделаете? Придете и послушайте заседание, как будет. Переводчика возьмем на всякий случай, чтобы было понятно. Понимаете, чтобы всем понять это дело.
Остальным Себастьян. Чтобы понятно было. Ну понимаешь, сейчас вы уйдете, еще на ваш мест новый, и без конца. Мы один раз отработаем, осветим в газете. Того Соловьева приведем, скажем, ты что там? Все, вот и приди, послушай. Смотрите, вот я тут провел... Владимир Захарович уже давно, 2001 год. Да. Я память Порошенко, мой друг. Он же создал... Какой он был предусмотрительный, да, создал организацию? Каким он был, если он таким не был, я таким не стал. Да, надо будет... Это большая. Давайте ему съездим на кладбище. В декабре же, вот сейчас. Да, в декабре. Да, надо ехать. 8. Когда отдельно скажете, поедем. Давайте мы послушаем сейчас маленькое выступление наших товарищей, мы отпустим. Правильно вас, вот, товарищи? Я вообще с вами экзамен по русскому языку. Там еще какие-то Сегодня занятия. от ФМС. И потом приехать сюда с готовыми документами на готовое рабочее место. Там посмотреть контракт, чтобы не было таких ситуаций, как сейчас разбирается. Да, там с юристами посоветоваться, подписать контракт между вами и работодателем и приехать сюда. Вот такая идея. Идея блестящая, хорошая. То есть приезжайте уже, тогда и защищать проще, понимаете? Ну мы можем прийти там, как-то разобраться, у меня люди есть, там разберемся с этим. Но это все один случай, а так, чтобы все были под защитой. А если у работодателя нету договоров, он законно не работает? Ну, посадят его. Уголовное дело. Уголовное дело. Особенно с 2015 года.